Порядок изменения регистрации безработных. Вот более подробно на эту тему мы поговорим уже со специалистом. У нас в гостях Бактыбек Усупбеков, начальник Бишкекского управления по содействию занятости Министерства труда и соцразвития. Доброе утро. Доброе утро. Мы начали уже говорить про безработицу, что процент людей, которые обратились в службу занятости, он растет. Почему это происходит? Почему он растет? Растет разными путями, потому что предприятия не могут полностью обеспечить потребности людей. Вузы готовят не тех специалистов. В основном сейчас ряды безработных пополняет молодежь с высшим образованием. По порядку регистрации действительно настоящий закон служба занятости регистрирует, выдает статус безработного только тем безработным, которые постоянно прописаны. Но в городе Бишкек эта проблема была решена давно. Мы работаем и с внутренними мигрантами. У нас была специальная служба. И в настоящий момент отдел внутренних мигрантов и молодежи. Вот этот отдел у нас регистрирует. Также мы помогаем, тех же, как бишкекчанам, им тоже. По обучению, по трудоустройству. То есть проблем в Бишкеке раньше не было. И дальше, если мы ведем вот этот закон по регистрации всех по месту проживания, то у нас действительно увеличится число безработных в городе Бишкек, потому что по неофициальным данным 300 тысяч внутренних мигрантов работают и живут в городе Бишкек. То есть вот эти вот меры надо принять для тех людей, которые приезжают в Бишкек из регионов и пытаются найти работу. Да, в основном это для города Бишкек, для города Ош, таких больших городах, потому что в селах у нас работы нету, они все здесь социальные услуги должны получать. То есть количество безработных увеличится не потому, что у людей просто нет работы, а потому что просто количество людей в городах увеличится. А какова вообще общая ситуация у нас с безработицей? Общая ситуация с безработицей в городе, вот, если у нас уже население 1 000 000 с лишним, 1 100 000, из них 42 тысячи это безработные, это не считая внутренних мигрантов. 7 тысяч у нас состоят на учете как официальные безработные. Ну, где-то 1,5 находятся в отпусках без содержания, в таких крупных предприятиях, советских предприятиях. Они до сих пор работают, но иногда отпускают в отпусках без содержания. И бывает остальные такое. остальные где-то 26-27 тысяч это самостоятельно ищущие работу. Вот с ними мы и работаем. Работаем по трудоустройству, по порядку регистрации и как помочь в трудоустройстве, обучению. По активным направлениям у нас есть несколько таких мероприятий. Вот, например, по трудоустройству. Мы трудоустроим на наши вакансии. Вакансии у нас ежедневно обновляются. Всего в городе Бишкек сейчас 4500 вакансий. Из них 68% это рабочие вакансии, 32% интеллектуальный труд. Мы ежедневно ходим на предприятия, и они нам звонят, дают вакансии, мы трудоустраиваем. Кроме этого, мы ежемесячно проводим ярмарки вакансий. Ярмарки вакансий с привлечением работодателей от 20 до 60. Разные ярмарки, большие, малые, средние ярмарки. Ярмарки в вузах, ярмарки у себя или в больших ИЗО-музеях, в Национальной библиотеке. Тогда они приходят со своими вакансиями, и мы трудоустраиваем. В основном на ярмарках у нас участвуют от 1000 до 5000 безработных. Если раньше мы просто ярмарку проводили, а сейчас мы уже начали проводить такие отраслевые ярмарки. Ярмарки для швейников, ярмарки для общественного питания. У нас есть договора со всеми вузами города Бишкек.
То есть сейчас они у нас состоят в очереди, чтобы мы им провели это по их инициативе. Почему часто проводим ярмарку? Это по инициативе тоже работодателей, потому что они тоже хотят себе брать квалифицированных работников. Вот 28 февраля мы проведем ярмарку вакансий в КТУ. Это не только ярмарка вакансий трудоустройства безработных. Туда мы приглашаем более 100 учеников школ, девятиклассников. Там мы проведем профориентационную работу. Это тестирование по навигатору интересов. То есть есть три вида тестирования по выявлению способности ребенка. Один для рабочих профессий, один с высшим образованием профессии, и для безработных отдельное тестирование есть. Это тестирование было разработано совместно с немецкими экспертами, с нашим участием. На той же ярмарке мы для выпускников вузов проведем тренинги. Тренинг, как правильно трудоустроиться, как правильно составить резюме. Будут интерактивные игры с выпускниками. Это очень интересно. Интересная программа. Да. То есть мы сейчас можем всех наших зрителей, кто заинтересован, пригласить 28 февраля в КТУ. Да. Во сколько? С часу до 4. С часу до 4. Ну, я думаю, если у вас возникли вопросы, вы все подробности сможете найти в интернете. Если ищете работу, обратите внимание на это мероприятие. Не Спасибо пропустите. большое. Спасибо.